администрации Сосногорского района прошло заседание общественного совета 6-го состава под председательством Олега Осипова. В повестке были доклады различных организаций и ведомств об итогах работы за последний период. Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Сосногорску Сергей Рыбкин рассказал о профилактической работе сотрудников инспекции по пресечению правонарушений. В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности в отчетный период на территории Сосногорского района проводилось 26 специальных оперативно-профилактических мероприятий, такие как нетрезвый водитель, трасса, пешеход, дорога, штраф, автобус, тонировка, мотоцикл, внимание, дети, мотоциклист, велосипедист, такси, опасный груз. За прошлый год в районе было зарегистрировано 8 тысяч нарушений. С января этого года 1412. Чаще всего сосногорских автомобилистов задерживают за вождение в нетрезвом виде. Представитель лесничества Александр Камашев рассказал об обеспечении населения твердым топливом и о подготовленных делянках для каждого населенного пункта района. В 2021 году было заключено договоров купли-продажи 99. В частности, поселок Поляна, деревня Пожня 6 договоров, Малая Пера 67 договоров, поселок Вис 3 договора, поселок Керки 15 договоров и поселок Ираиль 6 договоров. Если сравнивать с 2020 годом, уменьшение произошло незначительно, порядка только общим количеством на 8 договоров. В 2020 году мы заключили 107 договоров, а в прошлом 99. На заседании также была представлена информация о ходе реализации программы противодействия коррупции. Кроме того, были затронуты вопросы здравоохранения. В завершении члены Совета утвердили план работы на 2022 год. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской службе общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. Жители района пообщались с начальником ОМВД России по городу Сосногорску Дмитрием Матвеевым. Вопросы задавались разные, от личных до общественных. Так сосногорец поинтересовался, есть ли в городе народная дружина и что входит в ее компетенцию. Дружина у нас сформирована, есть командир дружины и 11 боевых товарищей. Они, значит, выходят в вечернее время и совместно усиливают экипажи ППС, патрулируют улицы. Работают и в выходные, и в праздничные дни, и в будни, и в летом, и зимой. Еще один вопрос касался анонимности. Почему гражданину, сообщившему о правонарушении, возникает столько вопросов у полицейских? Можно ли как-то это обойти? Оказалось, что нет. Первоисточник правонарушения – это, как правило, население. Если человек один выразился так, а другой вскользь сообщил о какой-либо проблеме, после чего, если мы не можем на него выйти, но это зачастую ведет к нулевым проверкам. Поэтому тщательный опрос граждан, которые к нам обращаются, я думаю, что это залог всего успеха. Поскольку прямая линия проводилась в конце первого квартала, само собой был озвучен вопрос о результатах деятельности полиции. Первый квартал пришелся с небольшим падением по заявлениям, по преступлениям примерно на аналогичном уровне. У нас идет спад по уличной преступности примерно на 15% ниже, чем в прошлом году. Считаю это нашей заслугой, что мы на постоянной основе проводим профилактические мероприятия. У нас идет падение по преступности, по пьяной преступности, падение с 54 до 50%, однако по республиканскому проценту это мы выше республиканского, поэтому есть к чему стремиться, есть над чем работать. Мы в этом квартале выявили больше преступлений в сфере наркотиков, активизировались, но меньше преступлений в сфере экономики. Общими словами, работа идет в постоянном таком напряженном режиме, но и она будет дальше продолжена. Некоторые граждане сетовали на то, что теперь на входной двери отдела внутренних дел стоит домофон, то есть двери всегда закрыты. Прошу вас относиться к установке домофона лояльно. Сейчас домофоны у нас установлены во всех практически подъездах, и оно не служит преградой в подаче заявлений, в общении между полицией и населением.
Поэтому установка домофона и проверка граждан при пропускном режиме является всего лишь, наверное, мерой безопасности как отдела, так и граждан, которые в это время посещают отдел. Мы полностью открыты перед населением, все телефоны наши известны. При неудобности посетить отдел вы можете просто так позвонить в дежурную часть 56701 и сделать заявление по телефону. В течение часа Дмитрий Матвеев отвечал на вопросы звонивших. По словам начальника ОМВД, по тем обращениям, на которые он не смог ответить сразу, будет обязательно проведена проверка. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском физкультурно-оздоровительном комплексе прошел турнир, посвященный Всемирному дню настольного тенниса. В соревнованиях приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые горожане. Сегодня приглашены были любители, все с разным уровнем подготовки. Первый блин у нас, я так понимаю, не будет комом. Люди пришли, играют с удовольствием и сейчас покажут класс, каждый то, на что способен. В последующем, думаю, их мастерство будет расти, и следующий турнир будет уже на более высоком уровне проходить. Активное участие в турнире приняли члены клуба здоровья, который объединяет сосногорцев, сохраняющих активную жизненную позицию, несмотря на возраст и ограниченные возможности здоровья. Приходят сюда пожилые люди, люди с инвалидностью, люди с определенными возможностями здоровья. Проходят здесь у нас настольный теннис, мы играем в шашки, в шахматы, есть у нас финская ходьба. Также приходите к нам сюда в понедельник, среда, четверг, воскресенье. С 10 утра до 11 мы играем. Наталья Перминова клуб здоровья посещает уже 3 года. Здесь ее в первую очередь привлекает возможность общаться, говорит женщина. Ходят они с удовольствием, я ими горжусь, они молодцы. Ходим за здоровьем, за хорошим настроением, за улыбками. Стоит отметить, что Всемирный день настольного тенниса еще молодой праздник. Впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всем мире, в том числе и в Сосногорске. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Информация о правах на льготу по имущественным налогам в конкретном муниципальном образовании размещена у нас на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Значит, в этом сервисе вы можете узнать, каким законодательным актом и какие именно льготы установлены по налогу на имущество, земельному налогу или транспортному налогу на территории, где вы находитесь. На территории муниципального образования города Сосногорска действуют налоговые льготы, предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса в отношении отдельных категорий граждан, либо в отношении отдельных категорий имущества. Местные власти тоже могут предусмотреть дополнительную льготу. Вот, например, для налога на имущество в Сосногорском муниципальном округе действует льгота детям-сиротам, у которых умерли 2 или 1 родитель. Значит, согласно статье 407 Кодекса, право на налоговую льготу имеют следующие виды граждан. В основном, кто у нас, обращается к нам, это пенсионеры, инвалиды 1-2 группы, инвалиды из детства, лица, получившие социальную поддержку, это участники Чернобыльской АЭС, военнослужащие, уволенные с военной службы, имеющие общую продолжительность стажа 20 лет и более, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, это воины-афганцы, или участники боевых действий. Также физические лица в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь из каждого менее 50 квадратных метров. Значит, налоговая льгота по налогу на имущество предоставляется на один объект налогообложения каждого вида с условием, что он не используется в предпринимательской деятельности. Виды объектов налогообложения, в отношении которых устанавливается льгота, это квартира, часть квартиры или комнаты, жилой дом или часть жилого дома, хозяйственное строение не более 50 квадратных метров, также гараж и машиноместо.
Также у нас пользуются льготой на имущество семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей. Они вправе уменьшить налоговую базу по налогу на имущество на величину кадастровой стоимости квартиры 5 квадратных метров общей площади и 7 квадратных метров общей площади жилого дома. Значит, по земельным льготам у нас установлены льготы для владельцев земельных участков. При расчете земельного налога налоговая база уменьшается на 600 квадратных метров. Также у нас льготы по земле вот на эти 6 соток, инвалиды 1-2 группы, инвалиды с детства, ветераны, лица, участвующие в Чернобыльских АЭС, пенсионеры. Уменьшение налоговой базы происходит в отношении одного земельного объекта по выбору налогоплательщика. При непредоставлении налогоплательщикам права на налоговый вычет уведомления о земельном участке будет предоставлен наиболее максимальное начисление. Они будут льготироваться за наименьшую плату. Значит, по транспортному налогу. Налоговые льготы по транспортному налогу устанавливаются объектами законами субъектов Российской Федерации. Для Республики Коми действуют следующие налоговые льготы. Освобождение от уплаты налога в отношении одного зарегистрированного на данное физическое лицо средства по выбору налогоплательщика, значит, 100% льготы у нас используются граждане Чернобыльской АЭС участвующие, инвалиды 1-2 группы и инвалиды с детства при условии, что мощность двигателя транспортного средства не более 135 лошадиных сил. Также члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. С 1 января 2020 года у нас действует сниженная ставка по транспортному налогу на 50% от ставки, установленной законодательством. Это физические лица, владельцы транспортных средств, оборудования для использования природного газа в качестве моторного топлива, в точности метана. И с 1 января 2021 года льгота по налогу 100% действует у нас на лиц, на которых зарегистрированы колесные транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями. Значит, как заявить в налоговую инспекцию о праве на льготу по имущественным налогам? Начиная с 2018 года для отдельных категорий налогоплательщиков у нас действует беззаявительный характер порядка предоставления льгот. К таким категориям относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, владельцы хозпостроек, многодетные и физлица, получившие лучевую болезнь. Основанием для предоставления льгот в беззаявительном порядке являются сведения, полученные в рамках информационного отдела с пенсионным фондом, Росреестром и региональными органами. С 2021 года также беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам распространен на ветеранов боевых действий. Если льгота не установлена в беззаявительном порядке, то владелец имущества может обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественному налогу в любой налоговый орган или отделение МФЦ, либо направить к нам заявление через личный кабинет налогоплательщика.